Здравствуйте! Основная тема сегодняшней передачи – представление проблем села Марха. Ну и что село? Летом его население переваливает аж за 26 тысяч человек, главным образом за счет горожан-дачников. Правда, в администрации Мархи считают, что горожане-то на самом деле там живут круглогодично. Но вначале рассказ о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Газета «Якутск вечерний» сегодня со ссылкой на прокуратуру пишет, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мэра Якутска за халатность, превышение должностных полномочий и растрату. А начало этой истории положила сделка еще 1999 года, когда Алроса начала строить в Якутске гостиницу «Полярная звезда» и забивался как раз военное поле под эту гостиницу. Тогда якобы исчезли 10 миллионов рублей, которые алмазная компания перечислила почему-то московской фирме «Весттранс Капитал». А та якобы эти деньги обналичила, а потом передала мэру. А еще еженедельник сообщает о наличии свидетеля, который передал деньги мэру в его служебном кабинете. Поживем, увидим, так называется. Хотя, честно говоря, мне вот вся эта процедура, фабула больше напоминает все-таки взятку. Сколько какие-то нарушения там, превышение должностных полномочий. Но Михальчук сейчас находится, кстати сказать, в двухнедельном отпуске в Карловых Варах. Вообще надо сказать, что руководители наши как-то тяготеют к европейским старым курортам. Скажем, президент Штыров любит лечиться все-таки в Баден-Бадене. Глава республики, кстати, с понедельника также уходит в отпуск. А другой еженедельник «Наше время» продолжает тему скандала вокруг Туймада Даймонд. Напомню, что по версии прокуратуры Туймада Даймонд, получая алмазы для обработки, на самом деле переплавляла их другой компании для реализации в Великобритании. Следователи оценили ущерб в $4 миллиона. А между тем гендиректор Туймады Даймонд, я Яковлева имею в виду, считается, в общем-то, выдвиженцем Штырова. И еще одна политическая новость. Всевозможные ГУПы и МУПы нужно ликвидировать, заявил накануне на заседании правительства Егор Борисов. ГУПы и МУПы – это государственные или муниципальные предприятия. А занимаются вот эти предприятия, как правило, какими-то убыточными сферами. Скажем, муниципальное предприятие «Комфорт» в Якутске обслуживает брошенный всеми управляющими компаниями деревянный жилой фонд. Но не все такие компании затыкают дыры. Премьер Борисов сделал свое заявление при обсуждении ситуации в ФПК «Якутия». Его долги приближаются уже к 1 миллиарду рублей. В Сахателекоме очередной новый гендиректор Константин Волошин. В пятницу он был представлен коллективу и приступил к работе. Волошин – выпускник одного из американских университетов. Уже 10 лет работает в компании «Дальсвязь». А называем мы его очередным новым руководителем по той простой причине, что сравнительно недавно на этот же самый пост назначался руководитель одной из госкомпаний нашей республики. Да, примерно 2 месяца назад мы уже об этом сообщали. Да, и он тоже тогда, кстати сказать, представлялся коллективу Артуром Алексеевым, это вице-премьер правительства. А затем, правда, это назначение было неожиданно отменено. Марха. Исполняющий обязанности главы администрации столицы Игорь Тресков с депутатом от этого села Павлом Петровым совершили объезд. Круглосуточный детский сад для малоимущих оказался едва ли не единственным светлым пятном. Вода есть, канализация есть. Так, все у нас имеется, все у нас отлично и хорошо. Питание хорошее. Оборудование новое недавно, вот на днях новые холодильники, кухня, пищеблок. Единственная проблема детского сада – это мало игрушек. Редкие спонсоры дарят обычные игровые комплексы, а вот новые игрушки в группах – большая редкость. А после детского сада открылась панорама сплошных проблем Мархи, временами похожих на разруху. И школа номер 32 – яркая иллюстрация. Здание неплохое снаружи, внутри мало напоминает современные учебные заведения. Темные коридоры, пустые стены, запущенные санузлы. Одним словом, бедность и заброшенность видны в каждом углу. Линолеум можно было поменять. Ничего, должны получить кабинет русского языка и литературы, и чтобы, конечно, соответственно, кабинет был. Когда последний раз красили стены? 2 года тому назад. За счет? Родителей. Тоже родители. Такая же нищета, а возможно и нежелание администрации, так и не превратили школу, ее спортзал в частности, в центр досуга для подростков. В вечернее время дополнительно работали секции, так? Подростки, дети, и можно даже работающую молодежь сюда, взрослых приглашать. Пусть это, проработать за дополнительную плату или еще что-то. Может, они, взрослые, купят и инвентарь этим. Но пока отклика я не увидела. Требования отклика. А этот спортзал единственный здесь. А здесь две больших фирмы. Это фирма одна «Учуп», очень большая, спортзал тоже нет. А вторая фирма – это газовики, которые здесь находятся. И есть спортзал «Христинка». А с таким предложением очень многие ребята давно. О том, что организовали в вечернее время, когда бы приходили играть, но здесь есть, как вот сказал,
Проблема в том, что Еще более в этой школе удручает вид актового зала, абсолютно пустого, без какого бы то ни было оформления и даже без скамеек. Чистенько, аккуратненько, но бедно. Бедно, даже очень бедно. И потом уже Эти дети пришли на занятия танцевального кружка, а недавно в школе открылся клуб городского объединения подростков. Однако эти попытки эстетического воспитания буквально тонут в свалке, которая окружает школу. Чтобы нам дали под подростковый клуб для детей. Как мы, какому эстетическому образованию можно здесь Можно научить? учить, да, согласна. Вот там мы что-то рассказываем, а здесь они выходят, учатся всем другому. То, что Можно грязь, вывести. я это все понимаю. Вот как бы, ну, я вижу, сам в городе бьюсь с этой грязью. Это как бы наше общее наследство, то, что мы имеем, то мы имеем. Как бы сейчас мы с вами за 5 минут все равно ничего Конечно. не исправим. Нет, Но я согласна. элементарные вещи надо заставлять делать. Однако подлинная беда Мархи – канализация. Из города с Марки Марки сливались здесь. сливали. Но здесь пошел такой вопрос о том, что вот жители, вот ближайшие жители районов, да, они начали противиться. Почему? Это Потому вот что запах, тоже озеро. самый страшный Ну, запах. сам коллектор сливной, он тоже мне объяснили, что он пришел в негодность. Поэтому на этот год выделено здесь 7 миллионов рублей по линии правительства. Они делают реконструкцию этого, значит, сливного коллектора. Понимаете, он решен Что наполовинчато. надо? Во-первых, сейчас все фекальные машины ездят на городской слив туда. Это большое плечо. Это нехорошо. И вжата есть. Вот по этой всей трассе, да? Заменят тогда, чтобы уже сливать. Они же заменят только вот Кусочек сам коллектор, а до порта ветка полностью нужно менять. Тогда можно подвязать кирзавод и мелиорации. А сколько надо денег? А? Сколько надо денег? Приведу пример, да? Стоит у нас следственный изолятор постоянно топил весь там поселок, который стоит. Там. Но они сделали по-простому. Они поставили насосную станцию, и слив проходит в эту насосную станцию. И они Оттуда 600 подключили метров. себя 600 метров. Они сделали до, вот называемый «Спутник-2», вот эту канализацию, они сделали, протянули свою трассу, то есть напорную канализацию. Можно подцепить маленькими деньгами, грубо говоря, вот этот поселок, к которому мы сейчас поедем, на кирзавод, его подцепить какими-то путями. Сейчас мы туда вывозим фекальными машинами. Расстояние Убытки небольшое, больше. убытки И большие, топит всё. топит все всегда этот сам, Ну, что переливается. Запланировать бюджет на 8-й год, на 9-й год. Сколько? Именно. Но там сумма небольшая. Они заплатили за все 600 метров порядка 2 миллионов рублей. А пока вывоз стоков влетает в 6 миллионов рублей бюджету Якутска каждый год. Ну и плюс затопление жилой территории. Ну, если летом вот нормально поработать, да, вот канализацию привести в нормальное, в принципе, обслуживать можно. Но еще одна проблема, значит, вот 26 миллионов долги населения. С 1 декабря мы заключили 92 договора на погашение задолженности. Но это капля в море. Капля в море, вот по вторникам тоже. Вызываем в основном, значит, люди не работают, бичуют, нет паспортов, еще чего-то. Вот эта категория населения. Значит, нужно, конечно, продумывать, куда их переселять, а в принципе с таких домов, куда могли бы въехать. Вообще, конечно, сейчас нужно тут круглосуточные магазины, все со спиртным. Я уже ставила вопрос, и директора школы передо мной поставили вопрос, что продается спиртное в ночное время. Нет такой необходимости здесь, на кирзаводе, где и так население живет неблагополучное, скажем так, в основной массе, давать разрешение на круглосуточные магазины. Наверняка даже для неспециалиста очевидно, что перечисленные проблемы Мархи нужно решать в первоочередном порядке. Но вот выдержит ли их бюджет городской и найдутся ли подрядчики, которые захотят работать в таких сложных условиях? Вопрос очень даже не праздный и сложный, можно сказать. Ведь, как показывает практика, даже для Якутска аналогичные проблемы решаются многими-многими годами, и, в общем-то, даже разрешения их конца-то и не видно. И это при всем при том, что Якутск это все-таки столица республики, и при том, что власти, как республиканские, так и городские, прилагают немало усилий и вкладывают немало деньги в то, чтобы эти проблемы в конце концов решить. Хотя бы накануне юбилея, с тем, чтобы наш город все-таки стал похож на, ну хотя бы отдаленно на столицу субъекта Российской Федерации. Вот, собственно говоря, и сегодняшний объезд столицы президентом республики и исполняющим обязанности главы столичной администрации показал, что проблем этих очень и очень много. Как они будут решаться, покажет все-таки время. На сегодня все. Встретимся с вами в понедельник. Всего доброго.